Добрый вечер, это программа «Якутия в деталях», меня зовут Ирина Ефимова. Сегодня мы отмечаем День российской печати. Это праздник журналистов, писателей, редакторов, корректоров, корреспондентов и всех тех, кто связан с миром слов. Когда-то печать начиналась с гутенбергского станка, а сегодня с клика по клавише. Но суть остается прежней. Слово должно быть точным, а голос честным. Говорят, журналист – это человек, который знает чуть больше, чем говорит. А сегодня наши гости готовы поделиться самым интересным. В День российской печати в моей студии заведующий кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета Олег Сидоров и журналист сегодняшнего дня, заслуженный журналист Республики Саха-Якутия Чукур Гаврилев. Будем разбираться, где заканчивается новость, начинается история, почему бумажная пресса еще жива и что скрывается за строчками репортажей. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Чукур Николаевич, я вас поздравляю. Спасибо большое. Сегодня мы были на вручении, где... Что значит заслуженный журналист? Каково ощущение? Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить, наверное, всех своих коллег, в том числе и НВК Саха, где я трудился, начинал свою трудовую биографию в 2000 году, оказывается, 25 лет прошло. Благодарю свой коллектив Саха-Медиа и газету Саха-Сыря, где тоже работал. Ведь журналистика, она все равно как вот организм, да? И один человек, наверное, сложно это всю лямку тянуть, потому что это все-таки коллективный труд. Да, вот мы сейчас работаем, за камерой стоят операторы, студии, вот, да, звукорежиссеры и так далее. Вот поэтому я, наверное, должен сказать, что это заслуженная награда всех моих друзей и коллег, с кем я работал. Да, потому что такое чувство гордости и за то, что вот мы вместе работаем и несем, сеем доброе, вечное, можно так сказать, словами классика. Угу. Но насчет коллективного труда, это вот если про телевидение говорить, это точно совершенно коллективный труд. А все-таки пишущие журналисты, они, мне кажется, могут себе позволить и быть одиночками. Ну, да, конечно. Но, с другой стороны, чтобы журнал или газета в бумажном виде увидели свет, все-таки нужен труд и других направлений, да, там верстальщик, корректор, ну и потом еще и полиграфия, да, поэтому это тоже все такие коллективные, чтобы наш труд, то есть мое произведение увидело свет, дошло до читателя, это, конечно, вот такой целый процесс. Это индустрия, опять же, все-таки. Олег Гаврилович, вы помимо того, что заведуете кафедрой, еще являетесь редактором журнала «Илин». Вот вы его принесли, да. Давайте покажем. Да, вот журнал «Илин», мы вот издаемся 1991 года, и в этом году у нас 35 лет. С одной стороны на якутском языке, а с другой на русском. Да? То есть это история, культура, философия, искусство. Ну, то есть весь вот такой цикл гуманитарный, можно сказать, сфера наша, и наша Якутия, и не только и Россия тоже, конечно же, да. Вы в качестве редактора журнала выступаете больше как публицист, как редактор уже, как журналист, где вот это? Ну, в том числе, грань? Конечно, тоже что-то пишу и в свой журнал, естественно. Ну и как редактор, да, то есть определяем направление, какие материалы войдут в этот номер. Ну и, естественно, организационная часть, да, там все-таки это лежит на редактора, директора, можно так сказать, да, то есть издательская деятельность, это все. А что, вот на ваш взгляд, это к обоим вопрос, сегодня определяет качественную журналистику? Какие критерии? Ну, мне кажется, присутствие аналитических материалов, статей, корреспонденций, даже и беседы, интервью, то есть аналитика, это, мне кажется, важная часть, составляющая, ну и объективность. Конечно же, придерживаться этических норм, тем более у нас есть очень хороший кодекс российского журналиста, этический кодекс, и буквально вот недавно, в 2019 году, утверждена хартия Международной федерации журналистов, который тоже принят нашим Союзом журналистов России. Чукур Николаевич. Я добавлю, что вот мы как бы провели исследование, переговорили с журналистами, да, и со студентами нашими переговорили. И обсудили вопрос вот как раз, что хотят молодые люди, например, читать и слышать. Им нужно, кроме вот новостей и так далее, да, им необходима объективность, они нуждаются в доверии, больше, наверное, к традиционным СМИ доверяют. Но их очень интересует экспертное мнение.
То есть журналист стал не только вот человеком, который рассказывает новости, да, а именно должен быть экспертом в какой-то сфере, например, в экономике. И зрители, читатели, наверное, доверяют больше слову. Ну, новость послышали, услышали, и дальше хотят слушать, а что это значит, что за этим будет. Поэтому вот экспертное мнение журналист превращается в эксперта, потому что информации море, информации уйма, а экспертное мнение могут давать, ну, как бы подготовленные кадры. Поэтому Какое-то разъяснение. Да. Нет, подождите, то есть журналист это, вы хотите сказать, что журналист это не тот человек, который берет комментарий у эксперта, а который сам является экспертом уже? Ну, в том числе, конечно. Но высшая точка, когда журналист уже становится как бы экспертом, говорит свое мнение, авторская такая журналистика. Вы спросили, что вот когда человек пишет, да, это как бы автор, имя же журналиста. И за ним идут в газеты, читают, что он сказал по этому поводу, да, этот журналист уже знаменитый. Ну, да. То есть высший, как бы, может быть, да, уровень вот эксперта, это уже высший пилотаж, можно так сказать. Аналитик, журналист, Аналитик, аналитик, да, эксперт, конечно же, совершенно Чекун Николаевич верно говорит. И вот, ну, мы же читаем колумнистов всех, да, то есть, и доверяем, вот, то есть это имя, главное, конечно, здесь журналиста, который, ну, своей объективности, непредвзятостью берет, как сказать, да, читательский интерес, держит. Это очень важно. Сегодня тоже. Но сейчас, получается, журналистика же выдерживает такую конкуренцию с социальными медиа, да? То есть, в принципе, любой эксперт, то есть любой блогер может стать экспертом, Конечно. любой эксперт может стать блогером, доносить свою экспертную точку зрения до аудитории, не прибегая к помощи профессиональной журналистики. Вот, а что тогда остается журналисту? Но мы все-таки этого блогера будем же воспринимать прежде всего по его основной специальности, да, как экономиста или как политолога, да, например, через его блог, то есть мы его мнение, да, прислушаемся и так далее. А журналист все-таки это человек, который как бы... Универсальный солдат? Универсальный, да, и он, ну, скорее всего, в этом поле, да, медиа, он объединяет разные направления, разные мнения. Это, мне кажется, отличие журналиста и в том числе от блогера. Вот главное... Объективность. Да, объективность, соглашусь, да, с Олегом Гавриловичем. Непредвзятость в комментариях и найти какую-то истину, рассказать истину. Блогер же может просто сказать свое мнение, отношение, да. Мне не нравится что-то там, мне не нравится то-то. А журналист должен сказать, почему вот это не нравится, и все-таки как бы, да, довести до читателя, там, до телезрителя именно истину, постараться докопаться до истины, объективной истины. Она немножко, конечно, отличается, да, но в то же время отличие журналиста от блогера в том, что мы стараемся, хотя бы стараемся быть объективнее. Да, но журналисты в гуще событий, журналист общается, ну, сегодня там простыми нашими гражданами, да, завтра с политиками, депутатами, деятелями культуры, интеллигенцией. То есть вот именно тот человек, который объединяет вот эти разные мнения, собирает не только факты, но и их мнения тоже. И на основе этого он выступает уже как аналитик, как обозреватель, скажем так. А в чем, по-вашему, вот главная миссия журналиста сегодня? Ну, быть правдивым. Ну, у нас российская журналистика имеет свою историю. Мне кажется, и у истоков, как понимать профессию журналиста, стоит Михаил Васильевич Ломоносов, да, вот, который написал, что журналист должен продвигать истину. И для этого ему нужна сила и воля. Да? То есть вот это, мне кажется, до сих пор не устарело, то, что Михаил Васильевич Ломоносов написал в XVIII веке, в середине XVIII века. Ну, потом мы можем тут продолжить наших всех и российских, и наших якутских деятелей культуры,
литературы. Многие из них же были и публицистами, редакторами и так далее. То есть вот у нас и Кулаковский, и Алампас Сафронов. Тогда, то есть... Вот эти же слова Ломоносова, наверное, повторил наш вот основоположник нашей журналистики якутской, да, не зря его именем вручается премия Василия Васильевича Никифорова «Кулюмнир». Вот Олег Ильич как раз про это очень много писал, вот как раз в журнале «Иль», да. Он говорит, что вот наша задача журналистов, что журналистики, чтобы вот рассказать истину народу, да, чтобы народ знал истину, да, можно так перевести его слова. И мне кажется, вот, да, кроме объективности, кроме истины, для национальных СМИ, например, как НВК «Саха» или, например, газет, например, на татарском, на башкирском, на якутском языке, есть еще одна, вторая большая миссия – это сохранение языка, да, сохранение языка, сохранение идентичности, ну, говорят, что традиционных ценностей. Я все это вместе компоную, и эта вот миссия этнических СМИ, она должна вот как бы опираться на социализацию молодежи, чтобы они читали, смотрели. Например, на якутском языке вот в НВК «Саха» есть хороший канал, вот детский канал «Мамонт», да? Току. Току я вот, да, всегда путаю. «Мамонт» тоже есть развлекательный канал. И мультфильм такой тоже вот «Току» есть. И отрадно, что вот это все развивается, и отрадно, что государство наше помогает, да, вот этому. Это одна из тоже больших миссий нашей якутской журналистики. Да, это, конечно, миссия якутской журналистики вот определил Никифоров Кулюмнир, да. В 1916 году в своей газете «Якутский вопрос» он как раз об этом и написал, что мы должны продвигать свою культуру, защищать, рассказывать о том, чем живет наш народ, и в том числе также познавать мир и доносить это своему народу. То есть достижения культуры других народов и так далее. То есть он в этом смысле был совершенно, конечно, современен до сих пор, мне кажется. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и можно присоединиться к беседе, позвонив по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграме на номер 8 914 235 0502. Сейчас такой крамольный немножко вопрос задам, учитывая то, что вы заведующий кафедрой журналистики, что вы там преподаете, ну, я сама там преподаю, но нужно ли журналисту профессиональное журналистское образование? Ну, мне кажется, все-таки нужно. Это же не зря было создано, да, такое профессиональное образование внутри академического университета, да, где студенты овладевают не только знаниями по своей профессии будущей, да, а еще они основы, начиная там от экономики, истории, заканчивая философией и языками, да, там английскими и другими. Литература. То есть широкий круг, да, вот это качество именно академического университета. В этом смысле, мне кажется, это важно будущему журналисту знать основы. И он уже в ходе, так сказать, своей профессиональной деятельности в качестве журналиста может развивать, стать журналистом по экономике, специалистом, вот как мы сказали, аналитиком, да, экспертом даже, развивая себя. И можно вот массу там вспомнить, в принципе, да, таких примеров. Журналистика, по сути, открытая профессия. Сюда приходят разные, да, могут быть профессии, приходить врачи, там, экономисты, юристы. Но все равно мы же переходим как бы переквалификацию, да. Мы изучаем, как пишутся тексты, как вот все делается, телевидение делается и так далее. И университет в этом отношении дает вот первооснову. Даже те люди, которые вот, ну, пришли с других профессий, они затем в магистратуре учатся у Олега Гаврилевича, например. Да? Я знаю многих районных наших руководителей, редакторов, которые выучились, наших коллег, так, с телевидения и так далее. То есть, ну, например, мы даже проходили вот некоторую квалификацию в Москве, там специально нас направляли, обучались, да. И она все-таки дает основу, и без нее, ну, как бы без нее было бы плохо, наверное, ориентироваться в профессии. Да, журналист непрерывно учится, можно так сказать, всю жизнь. Просто есть противоположная точка зрения, да, скажем, газета «Коммерсант» времен расцвета, вот Владимир Яковлев, когда он не брал на работу выпускников журфака, он говорил, лучше я возьму экономиста,
научу его писать, чем выпускника журфака буду учить разбираться в экономике. Лучше я возьму там культуролога, искусствоведа, научу его писать. Это он взял пример крупных мировых изданий, да? Но его отец, Егор Яковлев, это вообще отец, скажем, гласности в том числе, да? Он говорит, что журналист должен знать историю, он должен обучаться истории, потому что это важно. И вот если у тебя какая-то концовка нужна, ты должен сравнивать, сверять с историческими процессами. Историческое мышление тоже очень важно для журналиста. Это, кстати, тоже дает университет. Именно вот гуманитарное образование. Но может быть и любое другое базовое образование. Что образование необходимо. Не, образование обязательно необходимо. Например, экономист, который стал журналистом и пишет на экономическую тему, вообще хорошо. Да. Тем более он, например, прошел переквалификацию в каком-то вузе, где-то курсы проходил, да, например. Это вообще хорошо. Или, например, врач пришел и пишет на медицинскую тему. Это вообще хорошо. Но бывает так, что журналист, как бы не обладая как у нас вон доктор профессиями, становится каким-то экспертом мой доктор. в области. Например, у нас вот передачи были про здравоохранение. Журналисты же вели, но они вникали, умели вникать в тему. И писать, да, и писать, разговаривать на одном уровне, потому что надо же разговаривать на одном уровне с экспертом, чтобы тот раскрылся, да, и поэтому квалификация, она такая всеядная, всепроникающая профессия, вот поэтому, наверное, спорят, что не нужны, или вот поэтому, наверное, и спорят. Но это у журналиста еще сторонний, получается, взгляд. То есть он не внутри там медицины или экономики, и он у него сторонний, то есть взгляд человека. Скажем, взгляд народа, общества. Да? То есть мы же работаем ради общества, ради общественных интересов. Это же очень важно для журналистов. Это еще одна миссия – защищать интересы общества. Я теперь хочу, чтобы вы вспомнили, что вот вас, каждого из вас привело в журналистику. Вот первый материал опубликованный. Я скажу, наверное, оказывается, я учился, все знают, что я учился в Турции, у меня международные отношения, политолог. И первую статью я, оказывается, написал в 1999 году в газете «Саха-Сире». И там называется так, молодой студент, да, пишет, чтобы не повторилось страшный случай, который был в Югославии. То есть я тогда уже беспокоился, например, о судьбе нашей Родины, давал пример Югославии, вот когда недавно же Советский Союз распался, и почему-то первая статья была у меня про геополитику, да. Помню, потом второй брали меня интервью, там как раз говорил, что надо учитывать идентичность народов. Это, видимо, про федеративные отношения тогда писал. И мне посчастливилось, что я работал в НВК Саха в орготделе помощником генерального директора, президента тогда НВК Саха. И мне Иван Ушницкий, да, безвременно сейчас ушедший от нас, он способствовал тому, чтобы я писал статьи на эти темы политические, геополитические в газете «Ортодо и Дусонуннара». Там, видимо, я начал писать. Талант человека. Еще со студенчества, можно сказать. Совсем молодой человек, 24 года тогда. И вот, кстати, да, Чекун Николаевич вспомнил Ивана, нашего друга, нашего коллегу. Очень жалко, что он ушел. Именно вот так получилось, что он рожден-то 5 мая, День советской печати, а ушел так получилось в преддверии Дня российской печати. Поэтому, пользуясь случаем, можно передать коллегам, друзьям наши соболезнования, потому что это целая эпоха. Иван Петрович Ушницкий в якутской журналистике, этнической журналистике, как он начинал. Это был человек, журналист от Бога, я бы даже так сказал. Я впервые, когда с ним познакомился, еще работая в районной газете, приехала целая команда газеты «Der Kommunist», и Иван был самый яркий, когда он выступал, рассказывал. И совершенно очевидно, что он именно был выразителем народа, я бы даже так сказал, в 1990-х, 2000-х годах.
Он не только спортивный журналист, он не только вот депутат, народный депутат Верховного Совета, который принимал все наши основные законы, да, конституции. Он еще человек, который видел, что нужно людям, да, вот историческую память. Того же Кюльмюря, насколько он поднимал, писал об этом, и не только о нем. Ну, центральное дело, это вот о репрессиях с Иваном Николаевым. Это вообще, это была как тогда бомба, да, вот в конце 80-х. Помню, я читал. Да, вот Иван, это целая эпоха, конечно. А вы начинали в районной газете, да? Я так начинал, поняла? нет, конечно, в университете, когда у нас открылась специализация, благодаря Олегу Дмитриевичу Якимову. А так вообще у меня интерес, конечно, был и в школе. Я очень много читал, и я благодарен своим родителям. Потому что только выписывали этих братьям журналов, там «Знание, сила, наука и техника», «Вокруг света». То есть я как бы на этом, вот, получается, Хатугус Улус читали дома семейно, да, в кругу наших якутских писателей. То есть это все как-то, видимо, отразилось. И когда вот Олег Дмитриевич предложил открыть специализацию, мы все записались, парни, которые обучались на русском отделении. Ну, потом был выбор, конечно, то есть они проводили собеседование, Олег Дмитриевич Филиппом Гавриловичем Охлопковым, и вот нас там, сколько, 12, нас выбрали, и вот мы первые выпускники, и, конечно же, практику мы проходили в газете «Кым», например, я. И вот я помню, как я ждал, точно, совершенно верно, волновался. Первая публикация? Да, про что она была, помните? Да, у меня первая публикация была посвящена 7 ноября. То есть вы сказали, что вот молодой студент, значит, будет номер, посвященный Великому Октябрю, напишите, что как у вас там в университете. Ну, я написал, и это она вышла. Я так долго ждал, выйдет, не выйдет. Потом на тот запланированный номер не вышел, на следующем они опубликовали. Ну, там то ли места не хватило, то ли что, но во всяком случае это было очень волнительно. Потом, конечно, там разные у нас материалы, репортажи. И еще вот в Авангинской районной газете у меня был тоже первый репортаж, когда тоже, ну, целая там тоже история. Мы приехали, а там никого нету. Мы должны были написать репортаж с уборки урожая. Что делать? А они же меня как бы проверяли. И Прокопий Иосифович Караканов, главный редактор, вот, мы возвращаемся, и они едут, комбайны. Что случилось? Горючего не было, поздно дали. А мы вернулись, они мне говорят, что мне делать? Я Прокопий, завтра утром материал должен быть. Я думаю, о чем написать? И где эти работники тоже. Я, на самом деле, сейчас я, конечно, очень благодарен. Они так посмеются. Ну, думай как. И я вот ухватился за то, что почему не было горючего. И я стал это обзванивать там. И, ну, в общем, в итоге получился материал, за который похвалили. И причем честный, да? То есть вы не стали ничего выдумывать, что там идет уборка полным ходом? Да, нет, конечно. Начали выяснять, почему нет горючего. Да, и вот поэтому, в общем-то, вот такое было. Ну и масса других, конечно, историй, каждый материал тоже. А были ли в вашей журналистской вот, работе ситуации, когда приходилось отстаивать свою позицию вопреки давлению? Ну, было, конечно, было. Но решение принимал, конечно, главный редактор, когда я работал в газетах, «Молодежь Якутии», «Советы Якутии» или вот районной газете. Но в районной газете, кстати, таких не было. Они меня всегда поддерживали. Только начиналась перестройка. И там, ну, вся редакция была как-то настроена, чтобы что-то изменить в журналистике. Именно, да, что мы должны быть честными, да, и там материалы у нас критического, прожектор перестройки, типа такое открыли там газеты и так далее. А вот там, когда уже политические материалы пошли в молодежке, в Советах Якутии,
там некоторые мои материалы тоже сокращались капитально. Вот. Ну, я пытался отстаивать. Кстати, «Молодежь Якутии» тоже один материал. Главный редактор была против, но Эдуард Семенович Волков, наш тогдашний знаменитый наш журналист, Тарагайберев, псевдоним, да, он все-таки уговорил, надо поставить, но они сократили очень капитально. Это была встреча якутской интеллигенции, где они как раз поднимали вопросы реабилитации, там публикации запрещенных произведений, возвращения имен и так далее. Это 1989 год. Вот. Ну, то есть можно что-то такие вспоминать. Ну, вот, действительно, главный редактор как бы отвечает за целостность газеты и за политику, редакционную политику, да. Он как бы ставит точку и подписывает номер. Я же работал главным редактором газеты «Саха-Сырья», и помню, что вот действительно мы как раз была вот реорганизация Сахамедии создавалась только что, и наша задача была критиковать власть, да. Сам Егор Афанасьевич Борисов говорит: критикуйте власть, нас критикуйте, говорил, и у нас были рубрики, да, такие критические, там острый вопрос, там, да, были очень хорошие откровенные интервью, и рубрика была «Ити чай», да, горячий чай. И как такого вот давления вот я не чувствовал, да, что вот это нельзя, вот то нельзя. Наоборот, это мы как бы старались находить такие интересные темы, чтобы через нас узнавали, объективно узнавали. Например, был вопрос по строительству газохимического завода, и мы вот два мнения давали, например. Который так и не появился в республике. Да, за и против мы давали. Мы не говорили там, вот это должно быть там построено и так далее. Ну, было два мнения. Помню, на первой полосе у нас была, главный редактор же думается, первую полосу там, красивый газохимический завод, ну, стоит, и рядом вот, через черточку мертвые рыбы лежат. Мы же не знали, да, что какие-то, может быть, и были позитивные моменты, да, что нужно строить, что деньги привезут, но были и критика, поэтому мы давали два мнения, и зритель сам, читатель, сам выбирал. Да, но мне кажется, такая обложка, где завод и мертвая рыба, тут читателю выбора не дается. Но я уменьшил. Мне кажется, это прям рыбу я все-таки прям уменьшил. конкретный этот рыбу я уменьшил, потому что она все-таки давлела, если может быть, из-за вас они построили этот завод, Шукур Николаевич, и остались мы без налогов. Ну вот такое вот мнение. Мы старались объективно давать, и митинги были, тоже мы освещали, да, все это. Но вот действительно пусть читатель сам узнает, да, плюсы и минусы. А мне последний раз, наверное, лет 6 назад я опубликовала одну статью на сайте. И через какое-то время попросили убрать, а я сказал: нет, пусть решает редактор. И редактор убрала. Ну, потом я понимаю, почему это так, и как-то тоже один раз посоветовали переделать журнал, номер. Но я как бы понимал, почему это так, почему потому что есть еще одно такое расхожее мнение, что журналист должен быть в оппозиции к власти. Конечно, есть такое. Но все-таки надо понимать, что у нас сильна государственная журналистика. Да? Петр I, первые «Ведомости», это была государственная газета. Но он был сам редактором. Да, сам был редактором, то есть государство. Потом наши первые газеты, вот «Манчары», вот «Кым», да, они все были государственные. То есть средства массовой информации. То есть журналисты должны рассказывать, как строить коммунизм, там, да. То есть в роли как бы тех людей, которые ведут. Газета — это не только пропагандист, да, а организатор. Вот. Ну, поэтому должен разъяснять. Да, разъяснять должен. Поэтому я считаю, что ни в коем случае вот роль, ну, журналист не обязательно должен быть в оппозиции, да, а он, наоборот, должен стараться задать те вопросы, которые нужны для общества, для народа, да. Вот тогда будет честная журналистика. Не оппозиция, а честная, правильно. Честная. Да, лучше так сказать, честная журналистика, которая может критиковать власти за конкретные дела там, да. Это же для улучшения. Да.
Делается не для того, чтобы кому-то повредить, да? А чтобы, например, обратили внимание на экологические вопросы того же газохимического завода, разъяснили народу, да, что этого не может быть, там может быть и так далее. Для этого же все делается. А бывают ли ситуации, когда журналист вправе нарушить какие-то этические нормы? Скрыть источник, использовать непроверенную информацию? Не, ну, скрыть источник, то есть журналист имеет право не раскрывать свой источник. Это закон гарантирует, да? Здесь вот, по-моему, не совсем как-то вот нельзя так говорить, наверное, да, что он нарушает этически, когда скрывает. Вот здесь формулировка вопроса. На самом деле он имеет право не раскрывать свой источник. Закон это гарантирует, закон о средствах массовой информации. А вот нарушать этически ни в коем случае не должен. Вот мы же сказали, что есть и кодекс, и вот эта хартия, которые приняты Союзом журналистов России. Так что, и мне, кстати, хотелось бы, чтобы во всех наших редакциях висели эти кодексы, но почему-то не висят. Не висят. Это был 1994 год, и я сам тогда голосовал за этот кодекс тогда на Конгрессе журналистов России. Поэтому, к сожалению, в общем-то так. Этот кодекс, по идее, он, ну, по-простому, если разъяснить, да, он гласит то, чтобы журналист не должен использовать свои привилегированные права, свои какие-то источники ради себя любимого, да, ну, чтобы обогатиться, может, кого-то шантажировать и так далее. Он не должен использовать свои источники, то, что он для, например, того, чтобы нарушить Конституцию, там, да, какие-то экстремистские дела, вот эти все, да, чтобы противоставлять народы, нации друг другу, да, чтобы не было вот этого черного какого-то там агитации и так далее. Это все, по идее, прописано, да, то есть журналист не должен использовать свои привилегированные права, согласно закону о средствах массовой информации. Он же как бы корочку может показать и войти в любое, например, заведение, да, и сказать, что я журналист там по редакцию. Вот он не должен использовать это для себя, он должен использовать это для народа. Вот просто по-простому так. Мы же вспоминаем вот эти вот кейсы с ресурсом Собчак, вот я про шантаж имею в виду, да, и вот недавний наш республиканский тоже кейс был с девушкой. Вот тут где вообще грань? Это непозволительно, шантаж, конечно. Это, ну, никак. Они, журналист, ну, вот это, бывает так, что у молодых журналистов, ну, звезда загорается, и тормоза все отпускаются. Да, и вот, кстати, вот хартия, которая в 2019 году принята Международной Федерацией, и наш союз журналистов признал, и там прямо комментируя председателя Союза журналистов России, сказал, что каждый, кто будет вступать в Союз журналистов России, должен знать эту хартию. Мне кажется, это замечательно, но вот, к сожалению, я не знаю, как нас сейчас принимает Союз журналистов. Вот. Надо спрашивать, знают ли они кодекс и хартию. Да, хотя бы, чтобы прочитать. Да, прочитать. Да. Ну вот хотела спросить, какая книга или фильм о журналистике, на ваш взгляд, передают суть профессии. Я так понимаю, что вы про хартию скажете. Да, конечно, да, там все прописано. И вот то, что я сказал, надо знать историю. Вот начиная, ну то, что вот сейчас Джакур Николай сказал, это записано у Ломоносова, кстати. То есть это удивительный человек был. Ну и вот Яковлев, наш Никифоров, и масса других наших великих журналистов. Ну вот сейчас я очень уважаю, например, Познера Владимира Владимировича. То есть в век социальных медиа, век искусственного интеллекта все-таки профессия останется востребованной, как вы считаете? Да, я считаю, что профессия останется востребованной, потому что с экрана, там, с газеты, там, с сайта все равно будет живой человек, который будет стараться, чтобы общество было еще лучше. То есть миссия журналистики, вот вы спрашивали, да, сделать так, чтобы мы, общество, были еще лучше, чем были. Так?
Для этого, например, мы должны рассказывать позитивное, да, хотя говорят, что рейтинги приносят негативные и так далее. Но негатив тоже надо рассказывать, но стараться, чтобы мы были лучше. Наверное, простая такая истина. Надо стараться, чтобы мы были лучше. И думаю, что сейчас очень много информации, да, очень много информации, море. И все-таки люди будут ценить слово эксперта, слово аналитика, слово человека, который просто лучше знает, чем другие, можно так сказать. Ну и сопереживание важно. Живой человек, журналист, он, когда пишет материал, он сопереживает со своим героем, с этой проблемой, то есть пропускает через себя, через свое сердце и так далее. Да? А вот все-таки машина, искусственный интеллект — это наш помощник. Я сейчас очень часто использую только для расшифровки и так далее. Но это облегчает нашу работу, но не более пока. Но, может быть, когда-то изобретет такой робот, который будет иметь А вот сострадание, наверное, душу. тоже. Сострадание тоже очень важно. Да, Это качество. конечно. Вот обращаются же, например, в телевидение, в газеты и так далее, помочь. Мы же никогда не остаемся в стороне. Стараемся какую-то Помочь, проблему решить. да. Где-то дом затопило, и так далее. Да. Это, наверное, вот гражданская такая журналистика. Она тоже нужна и будет. Ну что ж, надеюсь, что так и будет. На этом время у нас подошло к концу. Спасибо вам большое за интересную беседу. Еще раз с праздником. Спасибо. Спасибо. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.